В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Приветствую. Учитель с солидным стажем, один из лучших математиков республики, преподает в Республиканском лицее-интернате с 2010 года и с тех пор воспитал 16 стобальников. И это наш гость в студии Илья Кысылбаиков, заслуженный учитель республики, почетный работник общего образования Российской Федерации. Илья Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. В канун Дня учителя самый главный вопрос. Что для вас быть учителем и что в вашей работе приносит самое большое чувство удовлетворения? Вопрос сложный, конечно, но главное для учителя – это для меня, как учителя, быть рядом с детьми, болеть ихними болезнями, вместе радоваться, вместе огорчаться, подрастающее поколение, и как бы возраст с ними наравне делишь. Вроде так как-то. И вот хотелось бы узнать немного о ваших учителях, вот на каких их качествах вы равнялись, возможно, начиная свой профессиональный путь. В самую первую очередь надо сказать, что я закончил Верхнеуфимскую школу номер 1, физмат-классы, где преподавал народный учитель Советского Союза Михаил Андреевич Алексеев, и его соратники. Для меня, например, в начале, когда я учился в Расунской школе, был математик Чалбанов Михаил Самсонович. И как он все время, он заставлял нас теоремы доказывать самим, а не рассказывать. Дальше он готовил нас к самодеятельности, пел, ходил строевым строем, очень хорошо пел, как хорошо он катался на лыжах. Вот все это, как играл в теннис с нами. Все это как-то очень привлекало, и вот первое, наверное, то, что вкладывается в меня, чтобы стать учителем, наверное, это был Михаил Самсонович. А потом я попал в школу Михаила Андреевича, и там самый мною почитаемый учитель был учитель математики Семенов Александр Семенович. Семенов Александр Иванович. Он учил многих наших известных математиков, например, Шамаева Ивана Ивановича, Потапова Виктора Филипповича он учил, и всех многих он учил. И он был какой-то человек такой степенный, не спеша что-то объяснял. И самое главное было, когда он решал задачу, он говорил: кажется так. То есть давал нам самим раздумать, правильно ли это. Наверное, вот из таких вот мелких некоторых мыслей закладывали в нас, чтобы мы потом были нормальными учителями. Да, действительно, и вот совсем не удивлюсь, потому что Верхнеуфимская первая школа действительно известна кладезем математиков, известных у нас в республике и не только. И скажите, а возможно, какими-то этими методами вы тоже воспользовались в своей практике? Да, конечно, мы все время делаем какие-то, в свое время, нужный момент, вспоминаем наших учителей, что же они делали. Например, Михаил Андреевич, народный учитель Советского Союза, говорил народному учителю России Виктору Филипповичу Потапову: самая главная методика – это повторять. И вот эти слова мне все время в голову приходят, и много повторять, чтобы достичь дальнейших успехов. А вот как же сейчас с современными детьми? Мне кажется, как-то с ними будет немножко посложнее. В чем ваши секреты, как вы находите с ними общий язык? Ученики, они все время, они очень тонко чувствуют учителя человека. Как если вы закладываете в ученика что-то
хорошее, желаете очень большого, то они это очень сильно чувствуют, поэтому они всегда уважительно относятся к таким учителям. Ну и мне повезло, что сейчас я работаю в республиканском лицее, где вот таких учителей очень много, и мы учимся. Ну, бывает, что мы учимся и у детей, у своих выпускников, у детей, как они к чему-то относятся, ну, как они сочетают разные мероприятия, ну, например, занятия олимпиадной математикой, ну, скажем, и спортом, и обычной учебой. Вот это тоже очень каждый в нас вкладывает, каждый ученик вкладывает какую-то частицу в нас. Мгм. А вот как вот найти эту связь учитель-ученик? Вот вы уже второй раз говорите, что самое главное понимать их и быть с ними, да, разделять с ними печаль и радость. Но вот в чем секрет? Как-то вы проводите какие-то беседы с ними или вот разделяете их интересы помимо математики? Это специальные беседы для этого, наверное, не нужны, потому что повседневная с ними связь, общение повседневное, они показывают все это, как все это получится. Ну и вот, например, у меня был, ну, в последнее время был ученик Николаев Давид, он сейчас учится в МФТИ, он был очень хороший олимпиадник и был очень хороший спортсмен. Он, наверное, если бы пошел в спорт, наверное, достиг бы и в легкой атлетике, и в волейболе, там, ну, всем он занимался, но он все это сочетал. Поэтому мы с ним все это делали, вместе играли в волейбол, вместе там решали задачи. Ну, как-то так привязываешься к человеку, и он ко мне, наверное, привязался. Ну, не единственный я такой учитель, таких учителей много. Ну, не знаю, мне кажется, это нужно, чтобы повезло действительно с учителем, да, чтобы профессия педагога, чтобы это было призвание. Мне кажется, больше всего вот там. И математика такая, мне кажется, наука, хоть она и царица науки, в волейболе она есть, но полюбить ее довольно-таки сложно. Мне вот интересно узнать ваше мнение. Как вы думаете, есть такое мнение, что народ Саха, они тоже хорошие математики? Так ли это по вашим наблюдениям, или все-таки они больше творческие, филологи? Ну, есть и то, и другое. Однозначно, якут – это математик, сказать трудно, но множество якутов расположены к математике. Наверное, может быть, это природа наша действует, может, быт это учит. Ну, например, когда я работал в Вилюйской гимназии, и там я с директором когда-то посчитывали наших олимпиадников там, по географии, ну, по информатике, по математике. Посчитали, и оказывается, что эти все дети, которые успешны в олимпиадах, были из сельской местности. Не из самого, ну, были из самого города Якутска, Вилюйска, но в основном многие были из маленьких деревень. Вот такое как-то. Быт, жизнь, скорее всего, их не отвлекает гаджеты, да, наверное? Ну, сейчас можно так подумать. Ну, может быть. Ну и мне кажется, у всех наших, кто нас смотрит, слушает, есть такой большой вопрос. Все-таки 16 100-бальников, но это внушительно. Скажите, вот в чем у вас секрет как учителя? Ну, уточню, что не 16, а 17. Даже 17. Вот 17-й мой ученик нынче говорил про Давида, про которого я рассказывал. Он говорит: о, Давид приезжал, мы играли в волейбол. А что, Давид авторитет, что ли? Он говорит: Давид же легенда. А я ему говорю: тогда ты легенда номер 17. Да. Мой 17-й ученик. Ну, это как в спорте, повезет, не повезет. Там много было учеников, которые могли набрать 100 баллов за эти годы, но не смогли, могли 99, 98. Один год у меня не было ни одного 100-бальника, зато средний балл класса 92,4. Да,
показатель. Этого рекорда мы еще ни с каким классом, даже вот с 4 стабальниками не смогли пока добиться. Мгм. И вот традиционный вопрос тоже в канун праздника. Каким вы видите учителя будущего? Очень интересно послушать. Ну, это, наверное, кто-то скажет, что учитель будущего должен знать всю новую технику и так далее. Но я говорю, все равно самое большое значение имеет это быть с детьми. Быть с детьми, все время быть с детьми, с ними наравне. Мгм. А вот расскажите, с какими самыми серьезными профессиональными сложностями вам вот пришлось столкнуться и как вот вы с ними справились? Ну, я говорю, мне повезло тут работать, никаких там сложностей не было. Но я работал и в сельской местности, 21 год в сельской местности работал. Ну, там были некоторые сложности хозяйственного смысла. Вот учителя отвлекают, там субботники, там котельное что-то, тогда тоже молодые люди должны помочь. Ну, это были, ну, так, для нас это не сильная обуза была. Ну, по-моему, не очень. Так, а вот насчет вот детей. Вот в одно время, кажется, году 2009, у меня были 2 ученика, Джулус и Аня. Они с малых лет, с 8 класса участвовали на Всероссийской олимпиаде. Джулус, например, пошел на 4-й год, на 4-й раз, Аня 3-й раз, и пока еще не получили диплом призера. Ну и вот олимпиада закончилась, мы баллы свои знаем, но кто-то распространил слушок, что в этом году нижняя планка призера будет 33 балла, а у Ани 31, у Джулуса 28. И они лежат, просто лежат. Я говорю, Джулус, пойдем по городу прогуляемся. Молчит, смотрит. Джулус, пойдем в футбол играть. Он обычно любил на ворота вставать, а я бить. И когда он брал, очень радовался. Нет, он лежит, смотрит. Потом говорил, ладно, вы лежите, я пошел сам гулять. Пошел. И как раз при выходе на улицу сразу встретил председателя организационного комитета Назара Хангельди Агаханова и спрашиваю, ну что, Назар Хангельдиевич, как успех? Ну, я говорю, я поздравляю вас. Аня дошла, да? Ну, Джулус тоже. Я сразу обратно прибежал. Джулус, поздравляю. Смотрит. Джулус, ты стал призером. Кто сказал? Я говорю, Агаханов. Пошли, да? Вот такие дети, вот они были нацелены сильно, и когда казалось, что их цель не достигнута, я очень их пожалел, как же мы детей мучаем и так далее. Ну и они сами тоже. Ну потом они счастливые. Джулус сейчас работает в УФУ, а Аня работает в Санкт-Петербурге. Угу. Ну что ж, Илья Гаврилович, очень на самом деле много чего хотелось бы с вами еще обсудить, но, к сожалению, у нас время ограничено. Я поздравляю вас с предстоящими праздниками, ваших коллег, и спасибо вам, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Ну, всем коллегам тоже мои поздравления. Будьте терпимы, будьте как-то населены, ну и всем вам хороших учеников, хорошего начинания, хороших начинаний, ну и всем главное здоровья. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.